7 хвилин, уже у нас трансляция, але без звуку. Звук я отключил, пока что как можно.
повторяю сейчас с нашим окном. Покидайте, я вообще не знаю, где послушайте, не покидайте. Вам холодно, Светлана, покидайте. Потому что я покидаю, потому что вот это центуешь проектует мешками. Все же поедут, я могу лучше. Платок на всякий случай будет лежать. А вы ставьте наш одна. Нет, Дивно, але нас поки ніхто не оглядає. Иди, сынок, туда. Ісус ішов з бережа. За собою ён кликал дорогу, как люди чули слов Божих правду. Иисусе, кличешь ты за собою сегодня имя мое тихо промолвил. Я покину свой мир разрешен и с тобою распочну новый лов. Золото, сребро я маю, али руки до працы готовы, и маю сердце, что хочет правды. Иисусе, кличешь ты за собою сегодня имя мое тихо промолвил. Я покину свой мир разрешен и с тобою распочну новый бой. Ты моих рук потребуешь кропель поту из широкого сердца. Я сломной веры моей отваги. Иисусе, кличешь ты за собою сегодня имя мое тихо промолвил. Я покину свой мир разрешен и с тобою распочну новый лов. Мы поплывем с тобой разом, ловить сердце у моря огромным, твоею сетью життя и правды. Иисусе,
и сынов, как была понежна и любовь, я молюсь от Бога и прошу. Хай придет до Тебе, Божие Слово, хай сидит на Тебе, Божие радости войдет в наши сердца, да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Успокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, завершению избавления душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, до Христа, святых Божьих церковь, и з'єднання всіх, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церковь, и ты, что с верою, пошаной, страхом Божьим походит сие, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого Отца нашего, сосветного епископа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, почестных святоров, диаконов во Христе, все духовенство, людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную Украину, нашу Беларусь, за врат надежду влады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу, всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За каждый город, за все города и краины, и за верных людей, что живут и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли, поветры, за недожитых, что терпят, за сневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За слугу Божию новопроставленную Ганну, за благословенный сопокой ей, и каплю, и были пробашены все провины вольные и межвольные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, суммы, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись от жалься, избави, стиражи нас, Божию, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Господи, науши на святую, всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Навек, Господи. Вот Тебе належится всякая слава, пожалуй, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его.
очі Твоє, щодрий Бог і милосердний, довготерпливий, багатий на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Его, благословенный Ты, Господи. Еще раз упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися в счастье, избавь, стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую, благословенную славу, владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себе единодного, и все житие наше, Христу Богу отдаймо. Тобі, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, и силы, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, праздно все життя моє буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Один народный Сын, Слово Бога, Ты несмяродный. Деле нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии. И не зазнавши измены стался человеком. Ты был крыжован и Христе Божий смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, родом славы Отцу и Святому Духу сбал нас, сбал нас. Еще раз упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись от счастья, избавь, стиражи нас Божией лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую, благословенную славу, владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых, сами себе единодного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тобі, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаймо Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые убогие духом, Богих милость владарства небесное. Счастливые ты, что тужат, воины утешатся. Счастливые тихие, воины обнимают успадшую землю. Счастливые ты,
народа ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, звал нас святые, пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Углядевши ангелов на могиле Твоей, вартовники мертвели, и стоячи ля могилы Мария, шукала вся чистое тело Твое. Ты полонил пекло, заставшийся некранутый им, вышел сустреть деву, даючи життя. Господи, что воскрес мертвых, слава Тебе. Небесных силах воды, мы недостойные без устанку молим вас, как вы охинули нас вашими молитвами. Покрыли тело кринов духовные ваши славы, оховуючи нас, які прибягаем до вас кличучи, от бедов выбавьте нас, начальники вышних сил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, могутною рукою життя давши Христос Бог, вы померлых с темрою прометное, и даровал воскресение роду людскому, Богом збавця воскресение життю и Бог наш, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Воеводы Божие, слуги Божие славы, ангелов начальники и людям наставники, корыстного для нас просите, и величие спогади Бога князей небесных сил. Вот и святый Боже наш, и Тебе слава даем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмяродный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяродный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяродный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Святый несмяродный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмяродный,
Пракіме ён робіць вятры пасланцамі сваімі і слугамі сваімі полымя агню. Ён робіць вятры пасланцамі сваімі і слугамі сваімі полымя агню. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты великий на уздел. Ён робіць вятры пасланцамі сваімі і слугамі сваімі полымя агню. Ён робіць вятры пасланцамі сваімі і слугамі сваімі полымя агню. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Гавреев. Слухаймо уважно. Бо коли слово, сказанное анёлами, было моцным, и кожное злочинство, и непослухмянность отримало законную отплату, то и мы не уратуемся, коли занядбаем такое великое избавление. На початку оно было облегчено Господом, и вмацованное срод нас тыми, кто его почув. А Бог одночасово засвечил про его знаками и чудами, и разностайными моцами, и дарами Духа Святого поводле его воли. Не анёлам Бог подпорядковал будучий свет, про який мы кажем, наадворот, хтось і засвідчив дєсті кажучи, чим єсть чоловік, що ти пам'ятаєш про його, або син чоловічий, що ти клопотишся об їм. Ти учинив його мало меншим од анёлов, славою і пошаною венчав його, усьо поклав под ягоные ноги. Коли ж подпорядковав йому все, то не покинув нічого не подпорядкованим йому. Тепер ми ще не бачим, каб усе було подпорядковано йому, але ми бачим Ісуса, який був мало меншим од анёлов, увенчаний славою і пошаною, бо спознав смерть, кав з ласки Божої за всіх покаштовать смерті, бо належала, кав той, для кого все, і проз якого все, який привів до слави многих синов, учинив досконалим простерпіння, проведи розбавлення їхнього. Мир тобі читання. Твоему духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хвалите Господа все анёлы Его, хвалите Его все силы Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бо ён сказав і сталося, загадав, і все прийшло до биття. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость. Встаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час прийшов до Ісуса чоловік нейкий, ім'ям Яїр, який був старейшинам синагоги, і впавши до ног Ісуса, він просив його увойти в дом його, бо у його була одинная дочка, годов 12, і вона помирала. Коли ж ён ішов, народ напирав на його, і жанчина, яка мела кровотячення ўжо 12 годов.
и потратила на лекара всю мою мазды. Ни в одного не могла вылечиться, подышавши ззаду. Докранулася до краю вопратки його. І одразу спинилося кровотечення в яе, і сказав Ісус: «Хто докранувся до мене?» Коли ж обмовлялися все, казав Петр, і ти, що з ним наставник. Народ обступив тебе і напирає, а ти говориш: «Хто докранувся до мене?» Але Ісус сказав: «Докранувся нехто до мене, бо я чув силу, що вийшла з мене». Женщина, убачивши, что не утаилася, дрожучи, подошла и упавши перед ним, поведомила ему перед усім народом, з якої причини докранулася до його і яка одразу отсадилася. І он же сказав їй: «Мацуйся, дочка, вера твоя врятувала тебе, іди з миром». Еще коли он говорил, приходить нехто з дому старейшины синагоги и каже ему: «Померла дочка твоя, не турбуй уже наставника». Ісус же, почувши это, сказал, звертаючись до його: «Не бойся, только вер, и она буде врятована». І прийшовши в дом, він не дозволив войти нікому, апрача Петра, Яна і Якуба, і батьки, дівчинки, і маті. Усі плакали і ридали, по ёй он же сказав: «Не плачьте, яна не померла, спите, насміхалися з його, ведаючи, що яна померла». И он же, выпроводивши усіх преч, и взявши її за руку, скликнув, кажучи: «Дівчинка, устань!» И вернувся дух її, і поднялася одразу, и он загадав дать їй їсти. І моцно уразилися батьки її, и он же загадав їм не розказувати нікому про те, що здарилося. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, слава. Дорогие браты, сестры, сябры. Олеся, ты можешь сказать, про что Евангелие было? Слухала Евангелие? Про что было? Расскажи. Два сказа. Смело, Олеся, про что? Гляди, я подскажу тебе. Там все пришли, и Иисус Христос. Иисус Христос что? Воскресил дочку певного человека, так? Дорогие браты, сестры, сябры, сегодня мы заглибились у две евангельские сцены, або можна сказати, навіть одна сцена, бо Лука, апостол, євангеліст Лука, розповідає нам вельми динамічну історію про те, як Ісус приходить після різних чудов своїх, які він зробив на морі, на озері Генесарецькому, і Гадаринської землі, після того, як він вигнав легіон бісів, він вертається у свій родний, у свій город любимий Капернаум. І у гэтым Капернаумі одразу відбуваються два цуди. Спочатку Ісуса запрошують у дом начальника синагоги. Хто такий був начальник синагоги? Це, коли переказати на сучасну мову, мер города. Це значить чоловік заможний, той, який мав уладу, його хворая дочка. І далі це вельми пригожий мастацький твор. Він показує тут цю дочку, яка лежить на таким кольоровым ложку, богатым ложку.
што падкрэслівае заможнасць якраз начальніка сінагогі. Але падчас свайго падарожжа да дачкі начальніка сінагогі адбываецца яшчэ іншы цуд. А менавіта аздараўленне жанчыны, якая мала кровацячэння. І вельмі важна псіхалагічны, скажем так, партрэт зразумець таго, што адбылося, псіхалагічны партрэт гэтай жанчыны. Яна не магла вылечыцца ўжо 12 гадоў. Далейшы столькі ж умела маладая гэтая дзяўчына, якая памерла, дачка Яіра. Столькі ж гадоў жанчына гэта была хворая і выдала ўсе свае грошы на лекараў. Яна была у вялікім такім стане роспачы. І гэта яшчэ зразумела па тым, што яна дакранулася да Ісуса, нягледзячы на тое, што не магла гэтага зрабіць. Жанчына, якая хварэла такой хваробай, яна была нечыстая з пункту гледжання закону юдэйскага. І больш таго, яна не магла в прынцыпе дакрануцца да нейкага чужога мужчыны, хто не быў яе мужам ці нейкім такім сваяком. І яна парушае гэта падвойную забарону, бо яна проста не бачыла іншага выйсця. Яна бачыла у тым, што яна дакранецца да Ісуса, адзінае ўратаванне, можна было так сказаць. І экзегеты, якія тлумачаць Святое Пісанне, гавораць, што яна не дакранулася да самога Ісуса і нават не схапіла яго за рукаў, але дакранулася менавіта да кутасіка, якія былі прышыты на плашч рэлігійных габрэяў. Што такое кутасік? Ось кутасік. Вось, яна дакранулася толькі да гэтага кутасіка і ацалілася. І Ісус, ён пытаецца, хто дакрануўся да мяне. Не таму, вядома, каб выказаць сваё абурэнне, але таму, што ён адчуў, што штосьці адбылося, што ён аздаравіў чалавека. І трэба падкрэсліць, што ў дадзеным выпадку гэтая жанчына хацела аздараўлення, а Ісус нават пра яе не ведаў, што яна гэтага аздараўлення патрабуе. Вось такі незвычайны выпадак. І потым Ісус уваходзіць у дом начальніка сінагогі. І ўжо перад гэтым папярэдзілі, што дзяўчынка памерла. Дзяўчынка памерла, але Ісус гаворыць: толькі вер, не бойся, толькі вер. І тут адбываецца вялікі цуд воскрэшання дачкі Яіра. І гэтыя два цуды адно за другім. Ну, вядома, так, напэўна, было гістарычна, склалася гэта. Гэта такі ланцужок двух цудаў. І тым больш іх апісвае Лука, якога некаторыя называюць першым хрысціянскім гісторыкам. Аднак трэба задаць сабе пытанне, навошта нарастае такая дынаміка апавядання у Лукі, дзеля чаго ён паказвае гэтыя цуды адзін за другім. І калі глядзець у кантэксце некалькіх раздзелаў Евангелля, то бачым, што пасля гэтых цудаў Ісус пасылае сваіх вучняў прапаведаваць Евангелле. І гэтыя цуды, яны былі пакліканы ў тым ліку не спецыяльна, але так сталася, што яны, гэтыя цуды, умацавалі апосталаў, вучняў Ісуса Хрыста для іх місіі.
Што яны маглі расказаць пра Ісуса, калі самі не дасведчылі яго цудаў. І вось гэта адбываецца. Тры галоўныя вучні, тры галоўныя апосталы сталі сведкамі ўваскрасення. І потым гэта ім дапамагло захаваць у пэўнай ступені памяць пра моц Господа. І гэта дапамагло ім таксама хутчэй пераканацца, паверыць у тое, што Христос уваскрос. Дарагія браты, сёстры, сябры, будзем верыць у тое, што і сёння Господ нас ацаляе. Будзем верыць, што і сёння Господ нас уваскрасае. Быць можа, не так, як мы гэта хацелі б. Быць можа, мова не ідзе пра фізічнае васкрасенне, але пра васкрасенне нашых душаў перадусім. Пра васкрасенне і аздараўленне душаў людзей, якія жывуць у нашым грамадстве. Часамі дастаткова толькі дакрануцца да такога маленькага кутасіка, вобразна кажучы, мець жаданне спазнаць Ісуса Христа, мець жаданне атрымаць ад Яго кавалачак моцы і аздараўлення. Давайце маліцца, каб у нас заўсёды было такое жаданне дакранацца да Господа, асабліва тыя цяжкія моманты, якія мы перажываем, і будзем маліцца таксама пра тое, каб такое вялікае жаданне аздараўлення было у кожнага чалавека і ў нашай краіне, і ў свеце. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем: Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу нашим, молимся Тебе, пошли нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошли нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего, сосвятного епископа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за Богом, стероженную Украину нашу, Беларусь, враг надежную лавы и войска, и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью выпробования и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за доброженцев этой святой церкви, за тых, что приносят дары, працують і співають її, і за всіх тут присутніх людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Бо Ти милостивий, широколюбний Бог, і Тобі слава Отцу Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на веки веков. Аминь. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, збав і стережи нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, змилуйся. Мудрость, как ты души завсюди подоховує Твою могутную владу, Тебе славу отдавай Отцу и Сыну и
Святому Духу, теперь за всюду и на веки веков. Аминь. Мы, что тайны способ, мы, что тайны способ расставляем, херувимов и животворчей Троицы, и животворчей Троицы, Тройче святую, Тройче святую, песню пою. Отложим теперь, отложим усе життєвые, усе життєвые клопоти. Святого нашего всесвятного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святоров диаконов, Христе, все духовенство Богом, стяженную краю нашу Беларусь, ура, надежную владу за основальников добрачницах этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомни Господь Бог в своем владарстве на все часы, теперь и за все и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладара всех, якого необачно, все провожают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да помни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церковь и всех, что с верой, пошаной, страхом Божьим походят, сия Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться до всякого гневу, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твой все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Тире, мудрости будь уважна. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога,
народженого, няствораного, одиносутного Зайцом, праз якого все стало быть. Ён для нас людей и для нашего збавления зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы и стался человеком, был укрыжован за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчого, який от Отца походить, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, единую святую повсюдную и апостольскую церкву. Вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом уважливо, святое верование в мир и приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Поднимем гору сердце наше. Мы возняли их до Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливость поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица одиносутной и нераздельной. Ты привел нас с неба до бытия, и коли мы упали, снова поднял и не переставал робить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Дзеля гэтага дякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, вядомые и невядомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Табе и за гэтую службу, якую Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобою стоять великие множества архангелов, безлишь анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматвоки, які, узнявшиеся высоко на крылах, вероможную песню пяют, ускликающие, припевающие и кажущие: Святый, 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 Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Господня. Осанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбную владару и мы ускликаем кажущим: святый все святы, Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святые все святы, Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не закинул, а имел житье вечное. И Он пришедший, исполнивший весь крови для нас, у ношу, якую Его выдали, а Бог ушекали, и Он сам отдал себе за житье свету, взял хлеб, Господи святые, все чистые безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши, разломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ловится
Истезя всех, это кровь моя нового заповеду, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Мы ж памятующих это исповедный заповед, и все, что для нас дарилось, крыш похования, воскресенье на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другой славное Христе. Приносим Тебе Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, всечистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Достойною правды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Мати Бога нашего, Божгодную пашаны за херувимов и беспоровнание больш славную за серафимов, что заховавши дьявольство родила Бога Слова, Исую Богородицу, Тебе мы возвеличиваем. На самом деле, что вспомни, Господи, святого отца нашего соседнего епископа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховали святых Твоих церквов, супокое, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как они могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И дай нам единым устным, единым сердцем славить и выхвалять Твое божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и совсюду и на веки веков. Аминь. И хваля будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, яшеще упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные священные почестные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный офиарник, як одну слово и духмяность духовную послал нам взамен свою Божскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, суммы и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избавься, же нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был досконалый, святый мирный и безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Помола спокоя верного наставника, опеку на душу тела наших, Господа просим. Дай нам, Господи.
свету Господа просим. Дай нам, Господи. Как решить тяг життя нашего, с упокою и покаянием провести Господа просим. Дай нам, Господи. Християнского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и суколести Духа Святого, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. И зади нас достойную владару, с полным довером и без осуждения, смей свертаться до Тебе Бога Небесного, ягдается и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вот Твое владарство и силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Слава вашему Господу славите. Тебе, Господи. Дякую Тобі, Машина владар, що Твоя безсмішна сила Ісус парила, писаешь милосердности Твоей Иисус не будет убиться, глянь, Господи, с небес, а Ты, что схилили голосы перед Тобою, военно не схилили их перед телом, и привели перед Тобой всемогутным Богом, Ты хвости владару принесенной, когда всем полно раздай, кожному поводу потребы. Будь сподорожниками, помойся, не поветри, оздоровив хворых лекарю душу телом, лаской, милосердностью человека людства, в одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, и Твой сей святый добрый живот Божий, и теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливым и грешным, изменился надо мною. Боже, будь спогадливым и грешным, изменился надо мною. Боже, будь спогадливым и грешным, изменился надо мною. Будь уважный меня, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога, Отца. Аминь. И Он робит святых посланцами Своими и слугами Своими полымя огнем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верую, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Верую так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и безвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здраджу ворогам Твоей тайны и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем владарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн буде мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Благословенный той, кто приходит в имя Господня.
Господь Бог и явился нам, тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите границы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав Божа людей Твоих, и благослови на Твой. Ми бачили правдивое святло, прийняли Духа Небесного, знайшли віру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, бо она нас збавила. Благословен Бог наш на все часы, теперь и завсюди и на веки веков. Амінь. Хай наші вусни будуть повні хвали Твоєї, Господи, как нам пеє славу Твою, бо Ти зробив нас достойними бути удельниками святых Твоих божских, несмертных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам увесь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши божские святые все чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избав и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как и весь день бы досконало, святыни безгрешные,
Сами себе один одного и всю жизнь нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Уимя Господня, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет себе, освящаешь Ты, что складывает на себе надею. Избавь людей Твоих и благослови набыток Твой, заховаются власти церкву Твою. И освети Ты, что любит ко судому Твоего, да их уславу, да Господи, силу не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церкви Твоим, нашему белорусскому народу, дальше благом нашим и всем людям Твоим. О, всякое доброе дарение, да, досконало заходит скорее Тебя, Отца Светла. И мы Тебе славу, подяку, поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, Господвечный Боже, а Ты весь свет створил и законы для всех установил, кожному место призначил, а род людский так бесконца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как усе слухали ягодную науку и души следом за Им вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли, слухались Твоих загадывали, деля человечьей слабости часто падали, сневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших, даруй так само Ты, кто к людям нас изневажал. Борони нас от люды ворожей, дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры, згоду в громадском и семейном житті, загаи наши особистые народные раны души, які мы сами себе вжимили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освети наш розум Твоим евангельским святлом, как мы, заховывающие Твои приказания, первого все тяжкости и терпения, и завсюду Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу охранных слухов своих, які праведным, сумленным, мудрым житем и деятельностью вели яко удалевшие доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как положено из них дбалы, батька и охранная мати, злушены щирой святой любовью, выховывали Тебе на славу батькушини на користь своих деток. Особливую ласку дай молоді, как она отримала глибокое христианское згадування и выросла на корыстных сынов и дошел к своему народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марно тем талентам, какие Ты посылаешь в наш народ, але дай им свободу развиваться и закрасовать Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянам на ролі, работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков, как з их допомогой белорусский народ мог разумно и прихоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу краину Твоим святым покровом, и пусть нашей опекункой и заступницей и Ты, святая Евросинья, светница Беларуси, и все святые заступники белорусского народа. Молитесь за нас неспынно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою плату огульную доброту на земле, а в прежнем житті отримали вечное счастье и неспынно отдавали славу, пошану и поклонение Богу, Троице Единому Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсюду и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господня, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господня, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай будет
сейчас и теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, Спаситель Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всешествия Своей Матери, святых славных, ігоних похвал апостолів, між святими отця нашого, Яна Золотоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами святых славных, ігоних апостолів, наставників славянських, Кирилла и Метода, між святими отця нашого, Кирилла епископа Турского, Святой Матери нашей, Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов Якима и Ханны и всех святых, возмилуйся над нами, избавит нас, он добрый человеколюбец. Аминь. Дорогие браты и сестры, сябры, короткие объявы, совсем короткие, у четверг, 12-го, Святая Церква повсюдная означає, узгадує мученика, святомученика Єзафата Кунцевича. І наша парафія, вона так само має за патрона, за опікуна святого Єзафата. Ми святкували наше парафіальне свято у вересні, але тим не менш, разом з повсюдною церквою узгадуємо святомученика Єзафата, нашого біскупа, одиного, який знаходиться, мощі якого знаходиться у базиліці святого апостола Петра. Нема інших там тілів, нема інших мощів, окромя мощів пап і, власне, нашого біскупа. І це значна фігура. Молимося разом з ним і просимо святого Єзафата, каб сапраўды ён молился до Господа про умацаванне нашей веры, про то, как мы могли пройти все те выпробования, которые мы проходим в этот час. Молимся и за наш город, за Лиду, где теперь, скажем так, вельми тяжкая ситуация с коронавирусом, и за всю нашу Беларусь и за увесь сусвет. Это вельми важно, істотно. Ці буде у нас некая молитва, якщо домовимося, я маю на увазі про четвер. А зараз традиційно заспіваємо «Могутний Боже» і молитви подяки. Могутний Боже, владарцу світов, великих сонців і серць малих, на нашу
Боже. Дякую Табе, Господи Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Табе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный уладару, что для нас помер и воскрос, и даровал нам гэтае страшное животворчее для добра и освячения души и тела. Дай, каб яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления вочей сердца моего, для супокою душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осягнения владарства Твоего, каб я, захованный ім'я у Твоей святости, был завжди памятны Твоей ласки и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши гэтае жыццё надеей жыцця вечного, досягнул непроминального супокою, безупынно чутный голос святых, и пануя вечно радость тых, что оглядают невыказную красу твару Твоего, бо Ты сапраўдное ожидание, и невыказна радость тых, что любят Тебе. Христе Боже, и Табе все створение бе, славу прозусиле и аминь. Гутность предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, каб навернулся и был живый, и який послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, и отчинять вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезни молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно небо мечем сяче. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, жди здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьковщину, наш народ, урад и усі, что стерагут целости и спокой нашей краины. Выбав от ее от гэтых город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от гэтай хворобы. Подыми их с ложа немочи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от гэтай хворобы правой верой и надеей воскресения уже спочили. Супокой с святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконце. Молитвами на святейшей Богородице, завсюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-охотников, ласкою и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, все святым, добрым и житворнушим Твоим Духом, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь.